В этом году в Абхазском государственном университете необычное начало учебного процесса. Связано это с санитарно-эпидемиологической ситуацией в республике. Двери вуза распахнулись лишь для 620 первокурсников с условием соблюдения всех санитарных норм. Если раньше путь к знаниям начинался с учебников, специальных пособий и лекционных тетрадей, то сейчас маски, перчатки и санитайзеры являются неотъемлемыми атрибутами учебного процесса. Вход в Абхазский государственный университет без средств защиты запрещен. Непривычный глазу поток студентов в масках направляется каждый в свою аудиторию. На занятиях учащиеся рассажены по одному человеку за партой. Лекция первая очень интересная была, учитель очень интересно рассказывает. От учебы в школе очень сильно отличается. А вот сейчас носят маски, перчатки, вот такая эпидемиологическая ситуация. Вот как ты вообще к этому относишься? Спокойно вообще, если это нужно, значит нужно. Мне не сложно это носить, но если вирус распространяется, то это надо. Решение перенести начало учебного процесса на 21 сентября было принято на совещании ректората Абхазского государственного университета. На нем присутствовала и главный санитарный врач страны Людмила Скорик. Руководство университета принимает все необходимые меры, чтобы минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции. Поэтому сегодня к учебе приступили только первокурсники, ведь студенты едут со всех районов республики. Значит, риски распространения COVID-19 велики. Постараемся сделать все, чтобы минимизировать риски инфицирования наших коллег и студентов коронавирусом. В связи с этим были приняты следующие меры. Для первокурсников мы продумали аудитории таким образом, пригласили их в те аудитории, где мы можем соблюдать нормы необходимой социальной дистанции учащихся, чтобы мы их могли рассадить таким образом. Более того, все аудитории проветриваются, в них проводятся влажные уборки, ношение масок обязательно. Что касается студентов других курсов, то для них также скоро начнутся занятия, но они будут проходить поэтапно. Студенты других курсов, старших курсов, очень интересуются, и должна сказать, что их обнадежить, что их мы тоже будем приглашать поэтапно, значит, с учетом того опыта, который вот мы сейчас набираем, так, чтобы развести их пространственно, по времени развести, возможно, разделить на небольшие малочисленные группы. Вот. Предполагаем для некоторых ряда дисциплин и дистанционную форму обучения тоже. Хотим вот несколько дней вот сейчас в таком режиме поработать, при этом планируем следующие шаги. Вот. И в течение вот 2-3 дней мы будем оповещать студентов, куда им приходить, в какое время им приходить и на какие занятия. Несмотря на то, что занятия в университете начались 21 сентября, вуз не прекращал свою работу. Все это время преподаватели занимались с некоторыми студентами, чтобы ликвидировать пробелы в обучении. Также проходили сессии. Чтобы избежать массового скопления студентов, в университете открыты 3 входа. Кроме того, в начале лекции преподаватели предупреждают студентов о необходимости соблюдения санитарных норм. Продолжительность лекции в АГУ не сокращена и составляет 1 час 20 минут. Гугуца Вардания, Алексея Гухава, Абхазское телевидение.